وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أمير المؤمنين الأصفياء عثمان ذو النورين نبراس الكرام الأسخياء، وعلي فارس أهله فخر الرجال الأتقياء، سعد سعيد طلحة روح. С именем Аллаха Милостивого и Милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров. Да будет мир и благословение самому почетному пророку и посланнику, нашему пророку Мухаммаду. Я благодарю Аллаха за то, что Он облегчил нам нашу встречу, и прошу Его, чтобы в этом благословенном собрании, в одном из домов Аллаха, Он сделал нас из числа тех, кого окружает ангелы и покрывает милость Аллаха, из числа тех, кого Аллах упоминает среди находящихся при Нем ангелов. Также прошу, чтобы по завершении собрания Он наградил нас тем, чтобы нам всем было сказано: поднимайтесь, вам прощены ваши грехи. Это не является для Аллаха чем-то сложным. Избирая своего пророка, да благословит его Аллах приветствует, для большого количества людей Он избрал именно Мухаммада. Затем Он избрал для него богобоязненных, чистых сподвижников, которые поддерживали его и искренне любили. И если эти избранники, которых Аллах выбрал в качестве сподвижников, якобы проявили неверие и сбились с истинного пути, это означало бы, да простит меня Аллах, что причиной этого просчета является выбор Аллаха. То есть, если даже те, кого избрал Аллах, проявили неверие, то, о Боже, зачем же Ты избрал именно их, а не других? Поэтому не существует более глупого заблуждения, чем заблуждение, в которое впали те, кто ругает сподвижников. Да будет доволен ими Аллах, умаляет их достоинство и утверждает, что они после смерти своего пророка впали в неверие и сбились с истины. Говорит Ибн Мас'уд, Катада, Ибн Таймия. Аллах избрал их для того, чтобы они были рядом с Его пророком, для претворения Его религии. Так относитесь же к ним достойно, следуйте за ними по пятам и придерживайтесь их манер и религиозности, насколько сможете. Поистине, они на прямом истинном пути. Речь здесь идет о благородных сподвижниках, да будет доволен ими Аллах. Конечно, благородные сподвижники много сделали для этой уммы. Для них вопрос не заключался только в том, чтобы передвигаться между своим домом и мечетью, молиться, поститься и давать милостыню, не повелевая при этом одобряемое и не запрещая порицаемое, не совершая джихад на пути Аллаха и не прилагая усилия ради Аллаха. Отнюдь нет. Напротив, сподвижник отдавал все, чтобы поддержать свою религию. Таким образом, ученые распределили сподвижников по уровням в соответствии с заслугами каждого из них, в соответствии с их приближенностью к их пророку. Да благословит его Аллах и приветствует. И единственно правильным является то, что самым достойным и лучшим из них после нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, является кто? Абу Бакр. Да будет доволен им Аллах. Это подтверждается Кораном и Сунной, чего мы коснемся в ходе нашего урока. После него следует Умар, затем Осман и Али. Да будет доволен ими Аллах. Затем поочередно следуют остальные благородные сподвижники. Да будет доволен Аллах всеми сподвижниками нашего пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Почему Абу Бакр отличается своим положением? В чем же заключается превосходство Абу Бакра над всей уммой? Является ли причина превосходства таких факторов, как, скажем, принадлежность к племени Тейм, или цвет его кожи, или же физическая сила, красота голоса, красивое телосложение, богатство? Отнюдь нет. Причиной превосходства является то, что Абу Бакр обладал определенными качествами, заслужив тем самым эту великую степень. В ходе лекции я расскажу об Абу Бакре до принятия ислама в Мекке и в целом о ситуации в Мекке до прихода ислама, об имени Абу Бакра, о его прозвище, о его качествах в семье его до исламской жизни, жизни в джахилии. Расскажу также о том, как он принял ислам, о том, как призывал к исламу, о его испытаниях, о первом и втором переселениях. Также расскажу об Абу Бакре на полях сражения, каким он был в джихаде, был ли он полководцем, как Халид бин Валид, и ему подобные, или же уступал им в этом. Также мы коснемся положения Абу Бакра в новом обществе в Медине. Когда он совершил хиджру в Медину, в Мекке остались его жена и дети. Каково было их положение? Разлука с отцом. Сколько лет было Абу Бакру, когда он принял ислам? Было ли ему 20 лет или 30 или больше? Кто старший посланник Аллаха или Абу Бакр? Как происходили его сражения с вероотступниками? Как он принял это смелое решение, несмотря на то, что ситуация была неоднозначной? Всех этих вопросов мы коснемся в ходе этого и следующего урока, инша Аллах. Полное имя Абу Бакра — Абдулла ибн Усман.
Среди людей он был известен как Абу Бакр, а его отец был известен как Абу Кухафа. О том, как его отец принял ислам, мы поговорим позже с дозволения Аллаха. Итак, имя Абу Бакра Абдулла ибн Усман ибн Амир ибн Амр ибн Кааб аль-Кураши ат-Тайми. Имеет общего предка с пророком, да благословит его Аллах приветствует. Это Мурра ибн Кааб, шестой дед родословной Абу Бакра. Среди людей он был известен как Абу Бакр. Бакр — это сильный молодой верблюд. Возможно, этим словом назвали человека из-за восхищения этим животным. Арабы иногда дают людям такие имена, восхищаясь животными. Например, по сегодняшний день арабы дают такие имена, как Зиб — волк, Сакар — сокол, Асад — лев, в знак восхищения этими животными. Также и давали такое имя, как Бакр, тоже в знак восхищения этим сильным животным, тем более, что верблюд считался у них дорогостоящим имуществом. Абу Бакр по причине своего высокого положения перед людьми имел несколько прозвищ. Всегда, когда что-либо имеет большое значение, оно имеет много названий. Например, меч, сейф. Какие у него синонимы? Сейф, Хусам, Муханнад, Сарим. Названий много. Возьмем, к примеру, Асад. Какие у него синонимы? Гаданфар, Хизабр, Усама, Хейдар, Касфара, Лейт. Синонимов много. Возьмем слово кальб, собака. Сколько у него синонимов? Много. Но все-таки некоторые ученые перечислили ряд синонимов слова кальб, собака. Передают, что Абу А'ля аль-Ма'арри зашел однажды ночью в мечеть, где были спящие люди, одного из которых он задел. После чего человек рассердился, поднял голову и обозвал его собакой. На это Аль-Ма'арри ответил ему: собака — это тот, кто не знает 70 синонимов слова кальб, собака. То есть ты поносишь меня в то время, как я являюсь одним из ученых в области языка? Эта история передавалась, пока не наступил 9 век. В 9 веке эту историю прочитал Ас-Суюти и, сказав, как эта собака является тот, кто не знает 70 синонимов слова кальб, начал искать эти синонимы. В итоге он написал книгу под названием «Ат-Табарри мин Ма'аррат аль-Ма'арри» «Непричастность к упреку аль-Ма'арри», которая издается и в наше время. И в ней упоминается 70 синонимов слова «кальб». Конечно, у ученых есть свое мнение по этому поводу. Несмотря на все вышесказанное, всегда, как правило, когда что-либо имеет большое значение, оно имеет много названий. Даже у пророка несколько имен, да благословит его Аллах приветствует. У Абу Бакра тоже было несколько прозвищ, исходя из его высокого положения. Одним из его прозвищ было Атиq, что означает освобожденный, вольноопущенник или знатный. Ученые высказали разные мнения по поводу того, почему он был так прозван. Некоторые из них упомянули достоверный хадис из сборника Тирмизи. Пророк, да благословит его Аллах приветствует, сказал Абу Бакру: «Радуйся, Абу Бакр, ты освобожденный Аллахом от огня». Другие сказали, что он был прозван так из-за красивой внешности. Лицо у него было белого цвета с некоторым румянцем. Он был стройного телосложения, и есть мнение, что по этой причине он был прозван Атиком. Помимо этого, существует еще мнение, что у его матери умирали все дети, и когда родился Абу Бакр, она подошла с ним к Каабе и обратилась с мольбой к Аллаху: «О Аллах, это твой освобожденный от смерти, подари же мне его, то есть освободи его от смерти, спаси его, Боже». После этого он не умер, подобно тем детям, которые были до него, и был прозван Атиком, освобожденный. Поэтому нигде не упоминается, что у него есть старшие братья. Упоминается, что есть младшие братья, но не старшие. Например, далее мы коснемся истории о том, как его отец принял ислам, где будет упоминаться младшая сестра Абу Бакра. Но я не помню, чтобы где-то упоминалось, что у него были родные старшие братья или братья по отцу. Также одним из его прозвищ было Ас-Сиддик. Этим прозвищем он был прозван впоследствии известного события, когда пророк, да благословит его Аллах приветствует, был перенесен в священную мечеть в Иерусалиме, а затем вознесен на небо. На утро посланник Аллаха вышел к людям и оповестил их об этом. Принялся объявлять об этом, пока курайшиты не собрались перед ним, после чего он произнес: Конечно, надо сказать, что пророк не объявил это курайшитам напрямую. Он сказал это своему дяде Абу Ляхабу. Абу Ляхаб мог сказать ему: «Ты лжец», и уйти.
Однако из-за своего злого умысла и желания создать проблему пророку, да благословит его Аллах приветствует, он спросил: «Да, ты был перенесен в Бейт-аль-Махдис?» Пророк ответил: «Да, я был перенесен в Иерусалим. За одну ночь добрался туда и вернулся назад?» «Да». «Хорошо. А сможешь сказать это перед всеми? Смотрите, как этот мерзкий человек хочет, чтобы пророк, да благословит его Аллах приветствует, попал в затруднительную ситуацию. На самом деле, пророк не попал в затруднительную ситуацию. Аллах уберег его. Далее мы коснемся этого. Пророк, да благословит его Аллах приветствует, ответил: «Да, я скажу об этом в присутствии людей». Когда кто-то прав, уверен в том, что говорит, почему он должен стыдиться? В итоге позвали людей, пророк, да благословит его Аллах приветствует, встал перед ними и оповестил их об этом. Он сказал: «Я был перенесен в Бейт-аль-Махдис, в Иерусалим, прочитал там намаз и вернулся». После этого некоторые люди поспешили к Абу Бакру и сказали: «Подойди сюда, Абу Бакр, ты слышал, что говорит твой друг? Он приобрел новые неприятности, тот, про которого ты каждый день говоришь нам, что его слова истина. Подойди, подойди». Абу Бакр спросил: «Что он говорит?» Он говорит, что был перенесен в Бейт-аль-Махдис и вернулся обратно за одну лишь ночь. А мы тратим целый месяц, чтобы добраться туда, и месяц, чтобы вернуться. Как он за одну ночь поехал и вернулся обратно? Он на самом деле сказал это? То есть Абу Бакр уточняет, действительно ли он сказал это, или это ваши выдумки? Он сказал это? Да, ответили они. Он сказал, что за одну ночь проделал путь туда и обратно. На что Абу Бакр ответил: «Клянусь Аллахом, если он сказал это, значит он сказал правду. Если сказал, значит правда. Мы не слышали еще, чтобы он лгал. Смотрите, какая хорошая доисламская репутация посланника помогла ему после того, как пришло пророчество. Поэтому даже когда кафиры хотели оклеветать посланника, то не смогли сделать этого, потому что до ислама он шел правильно. И когда пришел ислам, они не сумели оклеветать его. То есть не было в нем того, к чему можно было бы придраться. Они собрались и решили: скажем, что он сумасшедший. Хорошо, договорились. Затем сказали: как это сумасшедший? Даже во времена его молодости мы не подметили ничего неразумного в нем. Ни 20, ни в 30 лет. Также он не страдает от припадков, как бесноватый. То есть качества, присущие сумасшедшим, не присущи ему. Тогда они сказали: хорошо, тогда договоримся считать его лжецом. На что другие сказали: мы никогда не слышали, чтобы он обманывал. Он вообще всегда был честным человеком. И пророк, из-за того, что он все делал правильно, как говорят наши братья-египтяне: иди прямо, и твой враг впадет в замешательство. То есть захочет оклеветать тебя, но не сможет. Почему? Потому что ты идешь прямо. И Абу Бакр, из-за того, что он знает прошлое пророка, да благословит его Аллах приветствует, знает, что его слова не могут быть лживыми, спросил: он действительно сказал это? Сказал, что за одну ночь? Ему ответили: да. Значит, сказал правду. Тогда курайшиты спросили: как ты можешь верить этому? На что Абу Бакр ответил: я верю ему в том, что является еще удивительнее. Я верю ему в том, что за одну секунду с небес ему не спосылается откровение. Как мне не верить, что он побывал в Бейт-аль-Махдис за одну ночь? Бейт-аль-Махдис находится ближе, чем небеса. Если он получает откровение с небес за секунду, неужели он не сможет побывать в Иерусалиме в течение ночи? После этого Абу Бакр направился. Смотрите, какое доверие и способность стойко переживать затруднительные ситуации. Ведь он сказал: да, да, я верю. Потом закрыл дверь и: да, вот эта заварушка, что мы теперь скажем людям? Он так не поступил, а напротив пошел к пророку, да благословит его Аллах приветствует, чтобы поддержать его в этой ситуации. Подошел и спросил: о посланник Аллаха, расскажи нам о том, что ты видел. А люди слышат все это. К тому же, Абу Бакр не является простолюдином среди курайшитов. Он был одним из знатных, уважаемых людей, купец, ответственный за обслуживание паломников, рифада, ответственный за дия, денежная компенсация за убитого, до исламский период. То есть тот, кто сейчас стоит и говорит: о посланник Аллаха, расскажи нам о том, что ты видел, это не какой-то там возбужденный юноша, который пришел сказать пару слов, чтобы поддержать пророка, да благословит его Аллах приветствует. Итак, Абу Бакр спросил: посланник Аллаха, расскажи нам о том, что ты видел. Я побывал в священной мечети в Иерусалиме, прочитал там намаз и вернулся. Тогда Абу Бакр спросил: опиши нам эту мечеть. Ну, конечно, пророк, да благословит его Аллах приветствует, попал туда ночью, и там не было освещения, чтобы знать количество дверей, количество ручек каждой двери, количество окон, подсвечников под потолком. Пророк, да благословит его Аллах приветствует, зашел и сразу вышел, а потом был вознесен на небеса. И тогда Аллах явил перед ним образ священной мечети, и пророк, да благословит его Аллах приветствует, принялся смотреть и описывать.
количество дверей столько-то, количество окон столько-то, количество подсвечников столько-то. Тут один из курайшитов спрашивает, потому что они ездили туда по торговым делам, поездки зимой и летом, ездили в Шам. Скажи мне, как выглядит дверь номер 5 в мечети? Пророк отвечает, так-то. Как выглядит окно, которое находится рядом с правой дверью? Так-то, так-то. Все они получили доказательства. Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал, еще скажу вам вдобавок, что на пути к Мекке сейчас несколько человек. Я их видел, и через 3 дня они прибудут в Мекку. И через 3 дня эти люди прибыли на самом деле. И каждый раз, когда пророк, да благословит его Аллах, приветствует, говорит что-то, Абу Бакр повторял, правда, правда. Этим самым он убивал 3 зайцев одним выстрелом. Первое, он подавляет этих кафиров, которые твердили лжец, лжец. Кто сказал лжец? Нет, это правда. Правда. Кто сказал лжец? Как если бы ты, сидя в компании своих друзей, рассказал бы им определенную новость. Например, сказал бы им, братья, я расскажу вам очень удивительную новость. Вы очень сильно удивитесь ей. Ну и что за новость? После этого ты расскажешь им обычную новость, и один из них скажет, ну и что в этом удивительного? Другой скажет, ты от себя рассказываешь и хочешь нас удивить? Третий скажет, брат, ты своей выдумкой нас удивить хочешь? И только один из них встал и выручил тебя. Клянусь Аллахом, на самом деле удивительная новость. Я лично удивился. Не скажет ли тебе, что это в некой степени является подавлением всех присутствующих? Это первое. Второе, это то, что ты чувствуешь поддержку в свой адрес, после того, как тебя поставили в тупик, сказав, что ты лжец, и просто возвышаешь свои слова, как это сделали курайшиты, когда сказали «лжец, лжец, сумасшедший, колдун». Абу Бакр сказал, нет, клянусь Аллахом, он говорит правду, и он в здравом уме, и сейчас он опишет вам ту мечеть. Итак, первое, Абу Бакр подавил кафиров. Второе, поддержал пророка, да благословит его Аллах, приветствует. Представь, что кафиры со всех сторон твердят лжец, лжец, а пришел Абу Бакр и сказал, он говорит правду, твои слова правдивы, посланник Аллаха. Смотрите, какая поддержка. Ведь пророк, да благословит его Аллах, приветствует, человек. И Аллах говорит в Коране, что его огорчает то, что говорят люди, огорчает, что они не приняли ислам. И когда кто-то приходит и поддерживает, несомненно, это придает силу. Третий заяц, которого убивает Абу Бакр одним выстрелом, он поддерживает верующих, в сердцах которых закралось сомнение, когда некоторые слабые верующие начинают говорить, «Как же так, брат, преодолеть такой путь за одну ночь, как это может быть?» Конечно, наша религия правильная, но как же в это можно поверить? И когда приходит разумный, уравновешенный, авторитетный среди них человек, занимающий определенное общественное положение среди курайшитов и говорит «это правда», то эти колебающиеся говорят «раз Абу Бакр верит, значит это правда». Посмотрите, как Абу Бакр пришел и как решительно включился в обсуждение. Нам тоже следует извлечь урок из этого, братья. Иногда, когда люди говорят против кого-либо, представьте, например, что кто-то в мечети решил выступить с короткой речью перед людьми. Через некоторое время один из слушающих скажет, «Брат, хватит уже, затянул ты, выключай микрофон и уходи». Уместно будет, если ты поддержишь своего брата и скажешь, «Нет, джазак Аллаху хейран, хороший урок, братья, намаз закончился, кто не хочет слушать, может уйти». Не кажется ли тебе, что ты поддерживаешь его, а также делаешь замечания этим невоспитанным людям, которые перерекаются с каждым, кто выступает перед людьми с речью, «Брат, это не пятничная проповедь, которую ты обязан дослушать, чтобы совершить намаз. Это просто короткая речь после намаза. Ты можешь уйти домой, никто не говорит тебе, сиди и слушай». Или, например, кто-то захочет сказать пару слов на какой-нибудь встрече и скажет, «Как вы считаете, что если вместо обыденной беседы я скажу пару полезных слов, скажем, толкование суры Аль-Ихляс в течение 5 минут?» На что один из присутствующих ответит, «Нет, клянусь Аллахом, мы не хотим слушать». Другой скажет, «Не хотим слушать». А ты скажешь, «Нет, клянусь Аллахом, мы хотим послушать. Джазак Аллаху хейран, расскажи нам». Тебе не кажется, что этим ты поддерживаешь добро и поддерживаешь этого выступающего, который перед тобой? Это и проделал Абу Бакр. Сначала пророк, да благословит его Аллах, приветствует, слышал только лжец, лжец, сумасшедший, колдун. Откуда ты выдумал все это? Потом слышит голос мужчины перед собой. «Правду говоришь, посланник Аллаха, клянусь Аллахом. Опиши нам ту мечеть».
После чего он описывает, и каждый раз Абу Бакр говорит: правда, правда, потому что Абу Бакр знает, как выглядит священная мечеть, ведь он купец, бывал в Иерусалиме и видел ту мечеть. И когда пророк, да благословит его Аллах, приветствует, описывает ее, и один из кафиров заведомо ложно говорит: нет, нет, описание неверно, чтобы поставить пророка, да благословит его Аллах, приветствует, в неудобную ситуацию, а Абу Бакр начинает при этом восклицать: нет, правда, правда, несомненно, этим он поддерживает пророка, и поэтому он был прозван Сиддиком. Как сказал поэт Абу Мехджан, зовется каждый мухаджир именем собственным, и только тебя прозывает Сиддиком. Аллах свидетель, предшествовал ты в исламе и был в шалаша воеводы охранником. Шалаш воеводы, аль-Ариш аль-Мушаххар. Это когда в битве при Бадре для пророка, да благословит его Аллах, приветствует, был сделан шалаш, а самое опасное место — это место нахождения предводителя. Кто будет рядом с тобой, о посланник Аллаха? Сподвижники принялись смотреть друг на друга, и Абу Бакр сказал: я буду рядом с ним. И он стоял рядом, защищая своим мечом пророка, да благословит его Аллах, приветствует. Поэт Аль-Асмаи сказал: люблю всем сердцем посланника Аллаха и знаю, что это право, а также надеюсь, любя Сиддика, я получить прекрасную награду. Так он был прозван Сиддиком. Я прошу у Аллаха для себя и для вас успеха. Да благословит Аллах и да приветствует нашего пророка Мухаммада.